В этом году музыкальное и научное сообщество республики отмечает 75-летие Фарита Камаева, видного этномузыколога, внесшего неоценимый вклад в развитие башкирской фольклористики. Вслед за Всероссийской научно-практической конференцией, посвященной творческому и научному наследию Камаева, в Шаляпинском зале Уфимского института искусств состоялся вечер памяти. Подробнее в материале Айгуль Усмановой. Он мог стать известным музыкантом, блестящим пианистом, но мечты о Гнесинке пришлось отложить, потому как молодого человека по окончании училища искусств направляют в сельскую музыкальную школу в Исенголово. Здесь, в Зианчуринском районе, Фарид впервые познал красоту народных песен, родных напевов. А знакомство с кураистами Нажмиддином Хасановым, Ахмедсалимом Якуповым стали залогом будущих научных изысканий. В середине 60-х Фарид Камаев становится участником и организатором экспедиций по изучению музыкально-поэтического наследия башкирского народа. В 70-е и 80-е годы границы его интересов расширяются. В составе Академии наук СССР и Союза композиторов объездил Монголию, Алтай. Он осуществил магнитофонные записи более 2000 образцов народных мелодий в разных регионах страны и Башкортостана. Мне вот в этом плане, тоже очень повезло. Мне удалось участвовать в 2 фольклорно-музыковедческих экспедициях, организованных Камаевым. Одна из этих экспедиций в 1981 году в долину реки Демы, в Давлекановский и Альшивский районы. Мы там записывали музыкальный фольклор, песни, предания демских башкир. И вторая экспедиция состоялась в 1983 году в Сафакулевский район Курганской области к ялан-катайским башкирам. Эта экспедиция дала очень богатый материал. Фарид Камаев был признан авторитетным специалистом по музыкальной тюркологии среди отечественных и зарубежных этномузыкологов. Казахский ученый, доктор искусствоведения Булат Каракулов особо отмечал, что его опыт структурно-ритмической классификации башкирских песен по жанрам и региональным стилям до сих пор являются лучшим музыкальной фольклористики тюркоязычных народов и потому может быть образцом для будущих исследований такого рода в казахской, туркменской, кыргызской и других песенных культурах. Во многом он был пионером, первооткрывателем. В 1989 году по инициативе Фарита Хаснуловича в Уфимском институте искусств была создана кафедра башкирской музыки и фольклора. Свет увидели нотные сборники, составленные им и при его участии. Напевы Курая, напевы Тальянки, Карим Диаров, мелодия Седого Урала, инструментальная музыка, 400 башкирских народных песен. Свет от Фарита Хаснуловича Камаева идет в будущее. Он словно торопился жить. Его последний научный труд «Мелодика башкирской музыкально-поэтической речи» остался незавершенным. В 1993 году Фарита Камаева не стало. Айгуль Усманова, Шамиль Каримов. Новости Уфа.